День Победы – главный праздник в нашей стране. Особенный, потому что каждая семья знает, что такое война. И каждая семья в нашей стране потеряла кого-то на войне. И сегодня, отдавая дань погибшим на войне, тем, кто отдал жизни за нас, за следующее поколение, мне бы хотелось прочитать стихотворение поэта Семена Гудзенко. Семен Гудзенко родился в 1922 году. Он из того поколения молодых людей, которые практически полностью были выбиты на войне. И умер он в 1953-м, совсем молодым, умер от ран. Его стихотворение так и называется «Мое поколение». Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели, на могилах у мертвых расцвели голубые цветы, расцвели и опали, проходит 4-я осень. Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел. Нам досталась на долю нелегкая участь солдат. У погодков моих нет ни жен, ни стихов, ни покоя, только сила и юность. А когда возвратимся с войны, все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое, что отцами-солдатами будут гордиться сыны. Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется, ну а кто в 41-м первую пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, кто в атаку ходил, кто делился последним куском, тот поймет эту правду. Она к нам в окопы и щели приходила поспорить ворчливым, охрипшим боском. Пусть живые запомнят, и пусть поколение знает эту взятую с боем суровую правду солдат. И твои костыли, и смертельная рана сквозная, и могилы над Волгой, где тысячи юных лежат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, подымались в атаку и рвали над Бугом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.